Теди Калшин Мягкой. Добрый вечер. Сегодня мы говорим от имени Ингушского комитета национального единства. Такие же комитеты не обязательно, чтобы они где-то официально были зарегистрированы, не обязательно, чтобы они объявили о себе. Но такие комитеты сегодня существуют везде, где проживают ингуши, во всех российских городах, потому что они все сегодня встали на защиту своего народа. Вы видите, сколько было обращений от имени общин различных городов. Вы видите, какие были обращения от имени диаспор, которые проживают за пределами. У всех болит, все переживают. И сегодня тот, кто позволяет себе называть нас оппозицией, мы должны вас разочаровать. Мы не оппозиция. Народ не может быть оппозицией. Сегодня оппозиция является региональная власть, которая позволила себе выступить против собственного народа. Они сегодня кучка. Вот это есть та самая оппозиция в своем самом худшем проявлении, со всеми своими действиями, противозаконными действиями, направленные против ингушского народа. Очень сильно нас волнует, очень сильно мы переживаем, сердце разрывается и болит за нашего старейшину. И вместе с нами мы читаем в социальных сетях, мы читаем в интернете, во всех каналах, группах, которые только сегодня есть, очень болезненно восприняли административный арест Ахмеда Барахоева на 10 суток. Судили всех 3 числа. В Магасском районном суде был судья Руслан Катиев. Это молодой человек, который начинает только свой путь судьи. Это человек, который судил всех активистов, лидеров протестного движения. И он осудил пожилого человека и назначил ему административный арест на 10 суток. Хотя арест можно было заменить на административный штраф. Я не знаю, что двигало этим человеком. Я не знаю, что внутри у этого человека. Я не знаю, это невозможно понять. Я хотела бы отметить еще вот такой очень важный момент. Это информационная блокада, которая существует сегодня вокруг Республики Ингушетия. Максимально попытались закрыть нас информационно. Существуют целые группы, существуют целые, я не знаю, наверное, не знаю, десятки, сотни сидят, те же тролли, те же там заказные публикации, которые направлены сегодня против народного протестного движения в Ингушетии. И тем не менее, Аллах нам помогает. Каждый день нам звонят журналисты. Звонят нам журналисты российские, звонят нам известные интернет-издания, телевидение, интернет, известные информационные агентства. Мы пытаемся рассказать правду, которая есть сегодня у нас в республике. И я призываю, когда проходили какие-то встречи, когда вам очень хотелось, чтобы вас называли блогерами, вы садились за чашкой чая, распивая его, рассказывая вальяжно, значит, вот какие мы, смотрите, у нас там столько-то подписчиков. Где вы сегодня? Почему вы молчите? Почему вы не пишете на своих страницах и не рассказываете правду? Мы не говорим вам ничего придумывать. Мы не говорим сегодня, чтобы вы говорили то, чего нет. Напишите правду. Но вы даже этого не делаете. Я хочу обратиться сегодня к научной, творческой интеллигенции, по пальцам пересчитать сегодня тех, кто обращается в защиту своего народа. Кому вы нужны? Ваши научные степени, ваши докторские, ваши кандидатские, кому они нужны? Вы писали их на истории вашего народа. Вы писали, если нет народа, о чем вы будете писать? Если нет республики, что вы будете говорить? Я не могу этого понять. Мы не говорим какие-то призывы делать, ну скажите хотя бы свое слово. Это, конечно, очень обидно. Но ничего не стоит на месте. Уходят, одни уходят, другие приходят. Молодежь у нас замечательная, у нас прекрасная молодежь, у нас мужественные ребята. Мы очень сильно за них, за всех переживаем. И у нас нет ни грамма сомнения, ни грамма, что завтра все это закончится. Ингушетия станет процветающей республикой. И мы можем гордиться своим народом. Дай Аллах, чтобы это как можно быстрее закончилось, чтобы как можно быстрее наши ребята вернулись домой. И дай Аллах процветания нашей республике и счастья, мира нашему народу.